Обильные дожди в регионе, которые шли несколько дней, привели к угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасных районах. В сельском поселении Барсуки из-за сильного потока воды в реке смыло грузоподъемный кран. В момент дождя он находился под мостом, где велись строительные работы федеральной автодороги. Значительный урон нанесен сельскому хозяйству в частных домовладениях. Все, что было высажено в огородах местных жителей, смыло в одночасье. Среди пострадавших и Магомед Муружев. По его словам, такой картины за все годы ему еще не доводилось встречать. Вода к нему попасть с реки не успела, хоть и живут в метрах 100 от берега. Но она вышла во дворе и подвалах прямо из-под земли, чем и нанесла немалый урон его хозяйству. подряд кеги айылды. Ну давай, что здесь? Туалет, чьяжуешь? Я гордок. У хатяж гвал. Са берки, юг заново туда дежды. Дан дали самуди. Смотки жек, зин ждет кус. Эту дамбу буквально разорвало на части. На первый взгляд это и не удивительно, потому как арматуры, связывающие это бетонное берегоукрепительное сооружение, совсем не видно. Чтобы не допустить выход реки из берегов, местные власти начали активно заполнять их бетонными блоками и высыпать гравий. Благодаря такой работе удалось избежать еще больших последствий потопа. Волна сбидера, что держать, он в течение до 3 часов примерно уровень аялся. Солдат, я успокоиться для этого. Ситуацию властью, канаха хамбяда. А так дальше комиссия создать более подробную информацию стала ясно, но мы работаем. Хожу доктор, далее андали, масны хама проверки, В Караблаке картина получше. Вода реки Сунжа успела немного выйти, но местные власти успели вовремя подогнать тяжелую технику и сделать искусственную дамбу. Затем вырыть и искусственную защитную полосу, чтобы вода не потекла по улице. Местные жители также были оповещены в случае необходимости покинуть свои дома. Жители улицы Заречная, эвакуация. На улице ждет автобус. Город, школа, гимназия. Для жителей были подготовлены автобусы и пункты временного размещения. Но, по словам Азраила Джандигова, все отказались и временно уехали к родственникам. Городские власти заявляют, что готовы к любым сложностям, вплоть до эвакуации населения в случае реальной опасности, но надеются, что до этого не дойдет. Мы ввели режим на территории города Карабулак, режим повышенной готовности. Данный режим у нас не отменен. У нас имеются оперативные группы, которые ежечасно проверяют спад или же подъем уровня реки, которые сразу же докладывают председателю КЧС. По мере необходимости, если в случае чего у нас будет повышение уровня реки, мы готовы провести все необходимые мероприятия, как оповещение, как эвакуирование, также и берегоукрепительные мероприятия мы готовы. В сельском поселении Троицкое также прорвало дамбу. В некоторых местах вода успела выйти из берегов и затопить ближайшие дома и огороды. Всего пострадало около 120 домов. Несмотря на проливной дождь, работа местными властями не прекращалась ни на минуту. Они успели укрепить часть берега, выложили мешки с песком и высыпали гравий для более сильной прочности. Где-то в обед время, когда уже пик подъема воды было, и вот эту дамбу пробило, вот эти большие, вы как видите, большие огромные плиты, монолитные, как щепку поднял его, в общем, пробило, и так вода прошла, но вода в сторону станицы не пошла, не затопила. Так, подтопления были некоторые, подтопления, там огороды, там подвальные помещения и так далее. А так вот серьезного, глобального ничего такого не было. Вы сейчас видите вот состояние данного водозабора. Жители говорят о том, что шлюзы не были открыты. Если бы были открыты, может быть, последствия не были бы такими. Насчет этого шлюзы, они контролируются, должны были, конечно, открыты. Они не открыты. Вода проходит вот так вот по кругу. Они так вот стояли, этим шлюзом, уже эти шлюзы построены в 1968 году, по-моему, если я не ошибаюсь, с прошлого века.
Поэтому они не в рабочем состоянии, не работают, по-моему. Я тоже не знаю. Вчера утром, 5 часов, я с Сечоем Хасана, когда мы сюда прибыли, уже недоступно было подойти, река поднялась. Мы вчера целый день, особенно в обедное время, река полностью поднялась. Если 10 сантиметров где-то осталось перелить воду, вода перелилась бы. И в связи с этим я позвонил командиру войсковой части, здесь военчасти, прислал он 50 человек, более 100 машин вчера было подвезено, щебень, песка, мешках засыпали. Вот особенно самое большее место, где прорвало. Здесь, где мы сейчас находимся. Жители этой улицы собственными силами укрепляли берег реки. Более 700 машин грунта было высыпано здесь же. Но во время этой стихии вода все же вышла из берегов и затопила улицу и подвалы домов. Справиться своими силами уже не представляется возможным, так как трактор, который они вызывали вновь закрепить берег реки, просто не смог справиться и застрял. Здесь необходима уже более тяжелая техника. Если же до дождя не успеют это сделать, последствия будут куда плачевнее. Пол берега, вот, который мы уже насыпали, уже смыло. Если бы вчера вода не спала, и остальное бы она тоже пошла бы через все эти участки. Не знаю, если возможность какая есть нам или помочь, или что-то сделать, эти берега, или укрепить. А пока местные власти городов и сельских поселений устраняют последствия стихии, в МЧС прогнозируют вновь дожди и ливни до конца недели. Главное теперь быть готовым к любой ситуации. Светлана Томова, Магомед Аскиев. Новости 24.